Нас очень важно слышать людей, и мы готовы рассмотреть все вопросы более детально. Вопросы социальной, жилищной и медицинской сфер. Прием граждан прошел в Магасе. Чаяния жителей выслушал сенатор Мухарбек Барахоев. Дай Бог, чтобы у нас была воля, возможность, чтобы вам помогать всегда. И вам, врачам, всем спасибо. Медикаменты и продуктовые наборы. Депутат Госдумы Юша Газгиреев оказал помощь врачам красной зоны и больным коронавирусом. Вечная слава героям! Слава героям! Слава! В преддверии памятной даты поделитесь историей родственника героя. В соцсетях запущены флешмобы ко Дню Героев Отечества. Искусство может объединять. Оно действительно объясняет и расы разные, и нации. Праздник мастеров живописи. Сегодня Международный день художника. Что их вдохновляет на создание шедевров? Репортаж из мастерской. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Более 420 миллионов рублей получит Ингушетия на стабилизацию бюджета. Всего на эти цели правительством страны выделено 10 миллиардов рублей 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну. Выделенные средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты по созданию комфортных условий для жизни людей. Прием граждан прошел сегодня в Магасе. Чаяния жителей выслушал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Мухарбек Барахоев. Вопросы, озвученные жителями, касались социальной, жилищной и медицинской сфер. Встречу приурочили к годовщине образования партии «Единая Россия». Принимать граждан будут до 10 декабря, но, учитывая большое количество обращающихся, в связи с непростой эпидобстановкой решено также проводить прием дистанционно с онлайн-трансляцией. Хотел бы отметить, что для нас, конечно, для представителей Республики Ингушетия Совет Федерации, это очень значимое мероприятие, поскольку здесь на основе анализа приема граждан мы видим и как осуществляется правоприменительная практика на местах. Есть возможность вносить корректив те или иные предложения по улучшению ситуации. И, конечно, люди в большинстве своем обращаются с насущными проблемами. Большая часть тех вопросов, которые мы здесь сегодня рассматриваем, они касаются именно сферы социальной, жилищной сферы. И хотя, в принципе, есть вопросы, в том числе касающиеся парламентской деятельности, парламентариев, но для нас очень важно слышать людей, и мы готовы рассмотреть все вопросы более детально. Для этой цели, соответственно, мной будут направлены запросы и своим коллегам из органов исполнительной власти, и смотреть пути решения тех вопросов, контролировать эти решения. Есть вопросы, которые требуют некоторых юридических подсказок, что мы и сегодня тоже сделали по некоторым вопросам. Конечно, любой прием, любое общение с населением, с людьми, это дает возможность, в том числе и должностным лицам, принимать, скорректировать те управленческие решения, которые могут устранить те проблемные вопросы, которые возникают в повседневной жизни. А вот общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции России, переносится. Напомню, он был запланирован на 14 декабря. Однако, принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, прием перенесен до периода стабилизации эпидситуации. О новой дате проведения Дня приема граждан будет сообщено дополнительно. Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Инициатива включает в себя три понятия – дистанционная, временная и комбинированная дистанционная работа. Работодатель теперь сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. Однако будет обязан обеспечить всем необходимым оборудованием для работы или возместить затраты. Отмечается, что перевод на удаленку не сможет быть поводом для снижения зарплаты. Вместе с тем работодатель имеет полное право уволить сотрудника,
сотрудника в случае, если тот не выходит на связь в течение 2 рабочих дней. 84 случая заболевания коронавирусом выявлены в Ингушетии за сутки. Зафиксирована еще одна смерть от ковида. А общее число заболевших за весь период, по данным оперштаба, перевалило за 10 тысяч. Снизить статистику пытаются врачи. Тем, кто работает в красной зоне, помощь оказал депутат Госдумы Юша Газгиреев. Совместно с волонтерами «Единой России» медперсоналу передали продуктовые наборы. Медикаменты и продукты первой необходимости получили также жители Насыркорта, которые проходят лечение на дому. Репортаж Зелимхана Калоева. Лечение мышц, а мышц это потому что когда я ложилась, я не могла даже голову держать. А сейчас у меня нормальное состояние. Без сна и отдыха они работают на износ, чтобы вылечить и спасти заболевших коронавирусом. Сказать спасибо врачам и поддержать их в нелегкое время. Для этого депутат Госдумы Юша Газгиреев передал для всех работников красной зоны продуктовые наборы. Волонтерский корпус «Единой России» оставляет презенты в другом отделении. По понятным причинам в инфекционное нельзя. Дай Бог, чтобы у нас была воля, возможность, чтобы вам помогать всегда. И вам, врачам, всем спасибо. То, что лечите наших больных, я говорю. Да, ясно, что мяч не лучше. Тем временем врачи круглые сутки дежурят в красной зоне. Пациентов все больше. Сейчас в инфекционном отделении РКБ лечится более 150 больных COVID-19. Марьям Катиева на передовой в борьбе с опасным вирусом с первых дней пандемии. Вместе с коллегами ежедневно буквально погружается в лавину поступающих тяжелобольных людей. Разлука с семьей и родными, пожалуй, самые тяжелые испытания для девушки. Даже несколько дней я проводила в стационаре, вообще не виделась с родными. Да даже не несколько дней, там это было 2 недели. Мы после работы ехали в гостиницу, а там опять отдохнув, ехали на работу, поэтому 2 недели я не видела своих родных. И когда уже начали по-другому работать, к сожалению, тоже я прихожу вечером очень поздно, и по 12-14 часов в день работаю. И у меня уже не было выходных, наверное, 3 месяца точно. Тяжелые условия работы, недели и месяцы без выходных. В таком напряженном ритме недалеко и до профессионального выгорания. Но медики находят силы на борьбу. Особенно приятно бывает, когда понимают, что люди это ценят. Мы очень благодарны. Одно то внимание, не сколько содержимое подарков, а то внимание, которое оказывается депутатским корпусом, вообще в республике, это дает возможность врачам еще более интенсивно работать, быть внимательнее к больным, так и выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме по отношению к тяжелым пациентам и пациентам, вообще поступающим в ковидную зону. Мы надеемся, что эта небольшая акция поддержит наших врачей, которые рискуют жизнями ради нас, и, может быть, подаст пример другим людям, которые будут не критиковать врачей, а, может быть, немножко их поддержат в трудный момент. На этом добрая акция не завершается. Далее волонтеры «Единой России», помощники депутата отправляются в Насыркорскую амбулаторию. Там на учете состоят более 50 больных коронавирусом. Число растет с каждым днем. Мы решили посетить несколько семей, которые крайне нуждаются в продуктах, лекарствах. Есть у вас такой список? Вы можете мне дать список больных, проживающих здесь, в вашем участке? Со списками в руках волонтеры навещают больных, находящихся на амбулаторном лечении. В сумках необходимые медикаменты и продуктовые наборы. большая продуктовая помощь. Еще одна семья – Евлоевых. Они уже неделю находятся на карантине. Каждый раз, когда обращаемся, они вот Подобная добрая акция далеко не первая и не последняя в регионе. Таким вниманием и жестом активисты в лишний раз напоминают, что вместе противостоять можно любой беде и победить коварный вирус. Но для начала каждый должен сделать для этого хотя бы минимум – соблюдать меры предосторожности. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.
Около 927 миллионов рублей выделено правительством страны на компенсации аграриям, потерявшим в текущем году урожай из-за неблагоприятных погодных условий. В списке Ингушетия региону на эти цели выделят 257 миллионов. В этом году сельхозугодия республики пострадали от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Уточняется, что на компенсацию смогут рассчитывать сельхозпроизводители, заключившие договоры агрострахования на случай гибели урожая. Штраф на сумму 26 миллионов рублей выписали филиалу МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго». Эту информацию озвучили сегодня в ходе публичных обсуждений Управления Федеральной антимонопольной службы. В подведении итогов УФАС участвовали представители ведомств, муниципалитетов и предприниматели, работающие в сфере госзакупок. Муслим Ганиев продолжит. Управление антимонопольной службы по Ингушетии подводит итоги работы ведомства. Поскольку главным направлением деятельности управления – это сфера госзаказов, большинство нарушений именно в этом направлении. Так, за этот период поступило около 60 жалоб, после рассмотрения которых выписаны серьезные штрафы. Самый крупный штраф наложен на республиканскую энергосетевую компанию. Филиалу МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» придется заплатить около 26 миллионов рублей. Причиной такого серьезного наказания стало отключение от сети крупного электропотребителя. Суд признал действия сетевой компании незаконными. Антимонопольный орган принял решение, что имеется нарушение в отношении по МРСК Северного Кавказа в части того, что они нарушили 442 постановление, в котором установлен порядок проведения проверки, также нарушили порядок уведомления, и данное заключение также мы подвергли сомнению, так как там эксперт указывал 2031 год, что были начисления, и вынесли решение, что со стороны МРСК это является злоупотреблением дальнейшим положением, и вынесли штраф 26 миллионов. Изначально все было как раз наоборот. МРСК подала в суд на строительную компанию. Они обвиняли последних в незаконном потреблении электроэнергии и выписали штраф в размере 24 миллионов рублей. После чего представители стройфирмы обратились в УФАС Ингушетии с просьбой разобраться, и делу дали ход. Дело было очень сложное, потому что все дела по злоупотреблению дальнейшим положением – это в отношении монополиста, и вы понимаете, что какие полномочия и какие возможности у монополистов. Суд по этому делу длился около полугода. Было несколько апелляций со стороны сетевой компании, но в итоге она дело проиграла. Решение суда уже вступило в законную силу. В двух инстанциях, судебных инстанциях, первой инстанции и апелляционной инстанции, наше решение признано законным, и штраф, я думаю, состоится. Далее участники совещания переходят к нарушениям, допущенным при размещении и розыгрыше госзаказов. Главная цель – донести до органов государственной власти республики, какие нарушения допускаются коллегами и какие дела возбуждаются в связи с этим. В основном это незаконное отклонение заявок, включение в документацию недопустимых условий участия в торгах, сокращение сроков подачи заявок и саму процедуру проведения тендера. Доводим практику применения законодательств, которые в компетенции ФАС России, до органов власти, органов местного управления в целях сокращения нарушений, которые допускаются. И думаю, для органов власти, органов местного управления такие мероприятия очень полезны и в целях недопущения повторных нарушений, которые мы озвучиваем на данном мероприятии. Еще одно важное направление в работе УФАС – контроль соблюдения закона о рекламе. Много шума в этом году было из-за дела с рекламой лирики в сети Instagram. Сейчас сотрудники управления пытаются установить личности тех, кто распространяют эту рекламу, и блокировать номера. А уже после материалы будут переданы в суд. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24. 2 пожара зафиксированы сегодня в регионе. В Сунже произошел взрыв бытового газа в одной из квартир многоквартирного дома. Пострадавших нет. Предварительная версия случившегося: хлопок мог произойти вследствие подачи газа под давлением. А в Назране пожар вспыхнул рано утром на центральном рынке. Пожарные быстро локализовали огонь. По информации МЧС региона, пламя быстро охватило несколько торговых точек с продуктами питания, сделанных из деревянных конструкций. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара на данный момент выясняется. Сейчас там находится дознаватель территориального отдела, который проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы выяснить эту причину. И также на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории
И в ближайшее время, в течение нескольких дней, эта причина будет ясна. А на данный момент мы знаем предварительную, это замыкание электропроводки. Владимир Путин продлил заморозку формирования пенсионных накоплений граждан до 2023 года. Напомню, накопительная часть пенсии не формируется в России с 2014 года. Поступающие в пенсионный фонд средства направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Завтра мы отметим памятную дату – День Героев Отечества. От георгиевских кавалеров, участников мировых войн до бойцов локальных конфликтов – все они для нас герои, отдавшие самое ценное – жизнь ради Родины. Десятки отважных сынов Ингушетии получили почетное звание Героя Советского Союза, а после – Героя России. Личные вещи и фотографии защитников Отечества представлены в Музее краеведения. Выставку посетила Дана Плиева. 57 героев, чьи фото представлены на стенде. Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, Мурат Аздоев. Всем троим в 1995 году присвоено звание Героев Российской Федерации. Но при жизни его получил только Мурат Аздоев. Во время Великой Отечественной войны он совершил 248 боевых вылетов, сбил 8 самолетов противника. В нашей экспозиции есть обломки самолета, на котором он летал. Это Як-7. В 1944 году он был сбит в небе над Псковской областью. И когда поисковики вытащили обломки по номеру, они определили, что они принадлежали нашему земляку. Выставка в Музее краеведения открылась в преддверии памятной даты – Дня Героев Отечества. Эта дата в стране празднуется уже 13-й год подряд, в память о тех, кто стоял за Родину в непростое время. Защищали ее рубежи и наши земляки. За каждым этим снимком история жизни и подвиг, в реальность которого порой верится с трудом, признается экскурсовод. Например, подвиг Магомед Гирея Келигова, уроженца селения Ангушт. Во время наступлений их танк попал в окружение, он был танкистом. И на предложение сдаться он ответил отказом, связками гранат он отбивался, а также пулеметной очередью он нейтрализовал 30 человек. На выставке представлены материалы не только о героях Великой Отечественной, но и военнослужащих царской армии. В 1770 году Ингушетия вошла в состав Российской империи. Наш народ принимал участие во всех значимых исторических событиях – русско-турецкая, японская, Первая мировая. Нет ни одного сражения, где не участвовали бы ингуши. Среди нашего маленького народа, который в те годы насчитывал не больше 50 тысяч, 6 царских генералов, 26 полногеоргиевских кавалеров, также 27-й это Той Кантышев, который отличился еще до Первой мировой войны за заслуги перед Отечеством. Он получил все 4 степени. А этот стенд посвящен героям современной России. Это Исуланбек Асканов, Марем Арабханова, Алихан Калиматов. Самая юная в их числе Залина Арсанова, получившая медаль за отвагу в 13 лет. Эти люди – пример того, что место подвигу есть в жизни любого человека. А День Героев Отечества не дает забыть, на кого мы должны равняться. Это очень важно для подрастающего поколения, потому что показать многогранность истории Российской Федерации, то, что каждый человек может проявить себя на разном поприще, будь то военная служба, трудовая деятельность. Все это показывает то, что все заслуги будут учтены государством. С каждым годом список героев все длиннее. Музей краеведения то и дело пополняется новыми именами и фотоматериалами защитников Отечества, принимавших участие в самых разных событиях и отстаивающих рубежи страны. К нам в музей почти каждый день приходят родственники участников различных войн. Для розыска у них есть родственники погибшие или же без вести пропавшие на фронтах. И мы, в свою очередь, разыскиваем по различным архивам России этих людей. В этом году сотрудникам музея удалось установить еще 10 имен наших земляков, участников Великой Отечественной. И эта работа не прекращается ни на день. Дана Плиева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Поделиться историей своего родственника-героя может каждый из нас. В социальных сетях запущены флешмобы ко Дню Героев Отечества. Таким образом, подрастающее поколение отдает дань уважения их подвигам и вносит вклад в увековечение их памяти. Тамара Хашагульгова расскажет подробнее. В бой за Родину солдаты шли за шагом шаг, верили в победу свято. Не сломил их враг.
Салиме Гандаровой 8. О славном празднике Героев Отечества она знает немного. Но на вопрос, кто для нее самый отважный герой из числа ингушей, отвечает, не раздумывая, Сулумбек Асканов. Отдать свою жизнь ради совершенно чужих тебе людей, да еще и в мирное время. Маленькая Салима уверена, что на такое способен не каждый. Асканов Сулумбек, он, когда летал в Липецке, его самолет горел, и он мог спасти себя, спрыгнуть с парашюта. Но он отвел свой самолет на окраину поселка, и там погиб. Это человек, который на секунду, не задумываясь о своей жизни, совершает подвиги. Рассказать о родственнике героя, исполнить песню или прочитать стихотворение и выложить ролик в Инстаграме. С 1 по 9 декабря в Ингушетии проходит сразу несколько флешмобов, приуроченных ко Дню Героев Отечества. Принять участие может любой желающий. Поэтому присоединиться к акции решили и наследники героя Галаевы из Алхасты. Память об участнике Великой Отечественной Юше Галаеве в этой семье передается из поколения в поколение. Мой прадед Галаев Юша из Палатовой родился в 1914 году, умер в 1990 году. Он был солдатом в 1939 году по 1944 году. Он воевал в городе Сердос 355 артиллерийском полку, заряжающий номер 76. Слова благодарности за силу духа и мужества. Принять участие во флешмобе, приуроченном героическому празднику, решила и младшая Хава. Она выучила стих о войне. С Днем Победы! Поздравляю! Мир и счастья вам желаю. Я желаю, чтобы вы никогда не знали мы. Земной путь человека недолг, если сравнивать его с вечностью. Однако поступки, которые мы совершаем за этот период, остаются в памяти людей на многие годы. Так считают все участники флешмоба. Это акция своего рода дань уважения героям настоящего и прошлого от потомков. Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Но зачем она им? Это слава мертвым. Для чего она им? Это слава павшим. Все живое спасшим, себя не спасшим. Для чего она им? Это слава мертвым. Если молнии в тучах заплещутся жарко, и огромное небо от грома оглохнет, если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет. Сравнительно молодой праздник, корни которого уходят глубоко в историю. У Дня Героев Отечества по-настоящему славная история. Еще в XVIII веке императрица Екатерина учредила орден Георгия Победоносца. До 1917 года 9 декабря чествовали именно георгиевских кавалеров. А уже в 2007 году праздник решили возродить. И теперь отдают дань памяти не только георгиевским кавалерам, но и героям России, Советского Союза и кавалерам Ордена Славы. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24. МВД России внесло новые правила работы и сдачи экзаменов для автошкол. Так, с 1 апреля 2021 года автошколы будут обязаны предоставлять в полицию информацию о кандидатах в водители в течение 5 рабочих дней с начала учебы. Все сведения предоставляются с учетом закона о персональных данных. В дальнейшем эту информацию о сформированных учебных группах внесут в информационную систему в полиции для обеспечения работы подразделений ГИБДД. Сегодня профессиональный праздник тех, кто видит этот мир в ярких красках. В этот день чествуют художников. Праздник отмечают не только профессионалы, но и те, кто так или иначе связан с живописью и украшает мир своим творчеством. Мастерские ингушских художников посетила Хава Газикова. Был май, и мы решили к 9 мая сделать такой тематический рисунок. Нашли форму эту, посадили его. Мы потратили где-то, наверное, неделю. Одна из первых работ Марьям и одна из самых дорогих сердцу. К живописи ее тянуло с ранних лет. Еще в художественной школе ей нравилось угадывать характер человека по его лицу, а потом запечатлевать на холсте почти неуловимые для глаза мимику и эмоции. Марьям считает, что человек создан прекрасным и совершенным, а задача художника – видеть их достоинства и призвание, вдохновлять и напоминать, какой потенциал заложен в каждом. Этому она и учит своих учеников. Важно, чтобы было желание узнавать новое, попробовать самим что-то сделать новое, придумать. То есть есть такая вещь, как стандарт, и многие просто пытаются
соответствовать этому стандарту. У меня дети, есть ученики, у которых есть свой почерк. То есть я пытаюсь их как-то направить, но не ограничивать в своей работе. В свои 22 года Марьям овладела техникой рисования, акварелью, гуашью, маслом и пастелью. Сложнее всего художнице дается карандаш, где нужна концентрация и внимание. Свою первую персональную выставку Марьям провела в 17 лет. Вспоминает, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться. У нас это не воспринимается как-то всерьез. То есть у меня даже спрашивают, какое у меня образование основное. То есть это не считают вообще за работу. Когда я еще училась в художественной школе, я как-то еще думала бросить, там, заняться чем-то другим, когда у меня что-то не получалось. Но у меня был преподаватель, который меня поддерживал, который направлял меня на правильный путь. И поддержка родных тоже сыграла огромную роль в этом. Правильно изобразить человека в рисунке или скульптуре задача не из легких, и одного усердия, терпения здесь недостаточно, объясняет художница. Свой профессиональный праздник Марьям проводит в окружении своих учениц. Если мы начинаем штриховку горизонтальную, как мы дальше будем продолжать? Так же. Так же, да, горизонтально. Аккуратно, сильно не дави на карандаш. Все эти нюансы она запомнила на всю жизнь. Наставник Марьям – известный мастер кисти Муса Мартазанов. За его плечами десятки талантливых работ и персональных выставок. Муса уверен, произведения мастеров делают Ингушетию уникальной в глазах ценителей искусства. Именно художники своим талантом передают всю красоту окружающего мира через холсты. Вы знаете, очень много художников талантливых у нас. У нас, если взять из расчета, вот, например, выдающихся художников, это Имагожев Хожа Ахмед, это Исмурдиев Зелимхан, это Даурбекова Аша Даурбеков Башир, это Гайтукиева Ева. Творчество рождает благородство в человеке, даже если тот об этом даже не думает, говорит Муса. Самовыражение в живописи помогает рассказать о своих чувствах и переживаниях, реализовать себя и в итоге стать увереннее. Творчество, оно невозможно без веры во Всевышнего, без веры в свои возможности, без веры в то, что он может сделать мир чуточку красивее, вот, и без веры в то, что искусство может объединять. Оно действительно объясняет и расы разные, и нации, и людей, которые являются людьми, представителей разных религий. Поэтому я им желаю мирного неба над головой, процветания и быть полезным для общества, в котором они живут. Этот день – праздник для всех ценителей прекрасного. Он учрежден в 2007 году. На достигнутом, конечно же, герои останавливаться не собираются. Они на своем опыте знают, что без вмешательства необыкновенного таланта все прекрасное остается непризнанным. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.